Друзья, всем привет! Сегодня у нас 23 ноября. На улице ветрено, но температура где-то около 0. Вот такое резкое потепление после морозов. И мы сегодня с Иваном Григорьевичем на льду приехали в надежде на хариуса. А поймали вот уж сколько, друзья, вон сколько. Вон. Около уже, наверное, штук 50 как минимум, может и больше даже, ершей. Крупных уже начали выкидывать в сторону. Клюет вот так. Григорьевич поймал хорюска одного. Два хорюска, окушка. Вот. Вот такой вот хорюзок. Смотри, на все лицо почти вон. Поздоровайся, Григорьевич. Здравствуйте. Пожалуйста. Да, вот. Ну, клюет. Ёрш клюет просто изумительно. Да. Вон. Ёрш клюет. Окушок даже один есть. Но ничего. Ну как ничего? Вот. Два хорюска, окушок. И больше пока ничего. Если получится довести этих ершей до места, до моих палок, я, конечно же, их закидаю в садки. 5-литровые садки к палкам привяжу. Если получится. Потому что сейчас вот я кинул их в такой бассейн. Вот прорубил бассейн. Сделал дырочку здесь, сделал здесь. Как бы вентиляция. Но вот от них вот идет очень много вот соплей. И просто они в соплях вот уже. Если бы они были в ведре, они бы уже, наверное, задохнулись. Вон. Они просто выпускают очень много соплей. Ну попробуем. Попробуем довести. Довезем, это хорошо. Сделай канал. А? Канал сделай в тюрьму. Если довезем, это очень хорошо. Если не довезем, ну что, съедим сами тогда. Ёрш тоже вкусная рыба. Ну что, вот у меня приготовил 2 удочки. Вторую даже не надо закидывать. Просто снизу у меня мормышка, уралка. Сверху нимфочка небольшая. Бывает то туда, а бывает сразу на обе. Вот, уже висит. Вот такой вот мелкий. Да и всякий. Вот есть крупные. Крупных выкидываю уже в сторону, чтобы меньше места занимали. Пусть лучше будет 2-3 маленьких ерша, чем один большой. Сегодня вечером я, конечно, попробую довести их до места, если получится. Потому что там у меня живцов нет. Вот. Здесь говорили сейчас с рыбаками, тоже здесь они проходили. Говорят, неделю назад здесь пробовали ловить. 3 человека за целый день поймали 7 ершей только. Вообще ёрш не клевал. Им надо было тоже наживить на налимов. И, говорит, ничего не поймали. А сегодня вот они клюют один за одним. Самое интересное, здесь песочек идет. Ёрш здесь клюет. Чуть дальше вот там ямка. Там я пробовал, ни одной поклевки, главное. Вон здесь, получается, на отмели собрались они. Ни окуня, ни хариуса, один ёрш. Вот Ивана там как бы глубже немного. Он поймал. Ну и у меня сход один был, чувствовалось, что это не ёрш. Такое что-то тяжелое висело. Но не дошло. Не дошло. Вот так вот. Почему я не снимал с самого начала? Да думал, вот сейчас перейдем на другое место. Может где-то хариус поклюет, может где-то окунь. Ну, нашли ерша.
Вот решили наловить ершей. Вот они барахтаются в бассейне, сколько их. Сейчас главное как бы довести их. Проблема. Если с десяток ершей довести никакой проблемы, то такое количество, они просто вон уже соплей напускали там километр. Вот так вот. Ёрш клюет, просто красота. Представляешь, Вань, так бы хариус клевал, да? Иван. Иван все пытается найти хариуса. Ищет, бурится, ёрш надоел уже. А мне не в кайф. Клюет и хорошо. Несмотря на ветер, руки не мерзнут, потому что сегодня где-то около 0. Вот даже снегу тает. 0. +1 даже где-то. Вот такая вот резкая перемена погоды. Только что было -30, буквально позавчера. Вчера -15, сегодня уже 0. Вчера на речку не ходил. У меня, друзья, приятная новость. Вчера целый день ждал монтеров с телекома. Опа! Вот это было что-то. И мне вчера, друзья, провели хороший интернет. Хороший интернет, оптоволокно. Теперь у меня проблемы с интернетом отпали. Давно ждал этой точки. Не было технической возможности. И вот она наконец-то появилась. Провели нам все-таки оптоволокно. И теперь я буду с хорошим интернетом. Теперь буду, получается, быстрее это все будет загружаться у меня. Будет веселее работать уже. Вон какие ерши. Вот куда вот таких крупных. Как-то вот так. Ёрш клюет. Это очень хорошо. Довезем, будут живцы. Не довезем, съедим сами. Соленый ёрш вот такой тоже. Блюдо обалденные. Я не переживаю. Не довезем, так там на месте где-нибудь поймаем. Так что пока выключаемся. Рекламная пауза. Продолжаем дергать ершей. Вот почему вот так вот не клюет ёрш поблизости, ну, с палками, где ловлю налима. Вот такого клюва там поблизости нет. Вот обязательно надо ехать за несколько километров, несколько десятков километров даже. Здесь ёрш клюет. Так бы там поймал 30-40 штук, закинул в садок. Поймал, закинул. И было бы все четко. А так вот. Как вот? Никак вот. Попробуем, конечно. Сегодня мы попробуем отвести все это хозяйство в садки, а заодно проверим наши палки, которые были насажены на дохлых ершей. Заодно и проверим, клюнул кто-то нет на дохлых ершей или не клюнул. Так что сейчас я еще вытащу одного ерша или двух. Дуплетов было огромное количество, по 2 ерша. И на нимфу, и на мормышку нижнюю тяжелую. Вот так. Опа, опа, опять 2, наверное. Точно 2. Вот 2 ёршика. Как раз таких
А этого забагрил, получается, в попу. Прямо в попу. Так, и... Короче, друзья, если я буду снимать 15-20 минут, как я здесь дергаю ершей, думаю, будет мало интересного. Так что вот такой сегодня у нас день. День суббота у нас сегодня. Ловим ершей. Ну а вечерком все это хозяйство перевезу к своим палкам и попробую сохранить, попробую раскидать их в садки, ну а заодно и проверим наши палки. Так что встречаемся, проверять будем уже по темноте с фонариком. Встречаемся на реке на проверке наших палок. Вчера не проверял, позавчера они были насажены, мои 10 палок, на дохлых ершей. Заодно и глянем, было что там, не было. Все, друзья, до проверки. Встречаемся на наших палках. Выключаемся. Ну вот, друзья, мы наконец-то и на Печоре. И время уже 8 минут 9. Сейчас посмотрим, ой, выжили ли мои ерши, проделав такой длинный путь. Это около 40 километров. Сейчас посмотрим. Хрена лысого. Ничего они не выжили. Опять же не выдержали. Не выдержал душа поэта. Позора мелочных обид. Восстал он против мнений света. Один как прежде. И был убит. Опять все ерши у меня подохли. Не все. Сейчас будем выбирать живых. 3, 4, 5, 6. Ладно, пока выключаемся. Потом скажу, сколько выжило. Я не пойму. Я думал, они дохлые. На самом деле они все живые, но в шоковом состоянии. Видать, перевозка им не в кайф. Ладно, смотрим, друзья. Здесь я насаживал. Здесь у меня бутылка. И теоретически здесь может быть налим. А практически мы сейчас посмотрим. А нет, бутылка у меня получается выше. В темноте даже не разобрал. О, налима нету, ёрш живой. Пусто, друзья. Этот дохлый. Здесь у нас тоже пусто. Значит, дохлых ершей нет. Что-то есть. Что-то... Опа. Что это? Есть. Есть. Вот, друзья. Есть налимчик. Я думал, пусто. Оказывается, вот он. Есть налетчик. Янцкадан. Так спокойно шел. Я думал, уже все. А там еще не все. Не знаю, дохлый или живой там еж был. Так, где у меня крючок? Вот такой вот налимчик. Где-то грамм на 700. По-любому есть 600, может быть, минимум. У меня же настроение поднялось. Сначала упало то, что все ерши у меня опять сдохли. Ну, я не знаю, на живого или на дохлого, но он, налимчик один есть, Инскадан. Все, друзья, проверяем дальше. Ну что, теперь проверяем с надеждой, с настроением. Так, и что мы здесь видим? А мы здесь
Мы здесь ничего не видим. Да нет, что-то мы даже и видим здесь опять. Вот такого видим маленького налимчика, который у нас опять же заглотил, и которого мы оставляем. Поехали дальше. Что у нас здесь? Здесь никого. Дохлых ершей жрать не хотят. Так, а здесь у нас продольник, который мы переставили возле полыни, который стоял, мы сюда его переставили. Один продольник я переставил. Сейчас посмотрим, удачно, нет. Что-то не пойму. Небольшая натяжечка вроде бы есть. Но тут в конце 2 ерша, что ли, живых было, остальные были вот дохлые. Дергать никто не дергает. Видать, в конце бутылка, она просто натягивает. Нет, кто-то даже дергает. Вот. Вот он, друзья, налимчик. И все. Такой небольшой, грамм на 300. Я не знаю, на живого, на мертвого ерша. Ну, клюнул. Один налим клюнул. Вот такая вот бутылочка у нас. Вот еще один под конец. На последний. Последний точно живой был. Этот мелкий. Но заглотил. Заглотил до желудка. Так что мы его тоже забираем. Так что вот. Как-то вот так. 2 маленьких налимчика у нас еще есть. Жарежка уже свежатинка есть. Вот он. Смысл его отпускать. Я ему вырвал весь желудок. Так. Этот полностью тоже вот кровоточит. Все. Опа. Жареху мы сегодня, друзья, поймали. Все. Наживляем живых ершей. И завтра уже будет надежда, что здесь что-нибудь да будет. Ну а здесь-то что-нибудь есть? Нет. Здесь у нас был маленький налимчик. Он так и плавает. Ну что, плавай дальше. Так, вот мы и на левом берегу. И начинаем проверку наших продольников. Тут у меня осталось 3 продольника. И раз, два. 2 палки по 2 крючка. Но они были насажены вроде бы на дохлых ершей. Смотрим. Ходу ничего нет. Никто не дергает. Натяжки тоже никакой. Одни дохлые ерши. Тухлятину никто кушать не хочет. Все, пусто.
Так, у меня осталось 2 продольника. Сейчас посмотрим, клюнуло, что не клюнуло на дохлых ершей. Там-то еще были несколько живых, но здесь вроде бы все дохлые были. Никто не дергает. Никого нет. Одни дохлые ерши. Не хотят питаться дохлыми ершами. О, хотят. Ага. Тоже полудохлый уже. Заглотил. Сам еле живой уже. Еще один налимчик. Все. Главное, не дергает никто. Я и не ожидал уже, что что-то есть. Ну где крупный налим-то, а? Крупного нет. Одна мелюзга. А тут что-то запутано. Ладно, разберемся. Вот у нас еще один. По-любому, наверное, дохлого. Он уж переварился полностью. Получается, дохлые ерши едят. Значит, едят. У меня уже пару жарев будет. Так, у нас осталось 2 палки. Это и еще одна. В темноте кое-как нашел. Потому что ни следов, ничего не видно. Все торосы одинаковые. Так, что, смотрим, что у нас здесь. А у нас здесь что-то дергает. Вот такой вот налимчик. Небольшой, но заглотил. Брюхо вон полное. До кишков пойдешь на сковородку. Так. И у нас остается одна единственная палка. Сейчас мы ее проверим и пойдем домой. Ну вот и крайняя палка. Даст, не даст налимчика. Так, какая-то натяжка есть. А нифига. Грязь одна. Что-то мы поймали. Кусок ржавой проволоки. Кусок ржавой проволоки. И с какой-то даже гнилой леской. Кто-то уже сюда походу запутался и порвал продольник. Вот такая вот ржавая. Не знаю, что это. Гвоздь, не гвоздь, проволока. Что-то острое. Электрод. Походу это, друзья, электрод. Но... Короче, поймали на последний крючок электрода. И кусок вот такой лески. Чей-то. Ну все. Кончилась сегодняшняя рыбалка. Смотрим улов. Улов у нас сегодня составляет раз. Блин, скользкие-то какие. 2. 3. 4. И вот 5 налимчиков. Этот грамм 700. Этот грамм
400, наверное. Ну и эти грамм по 200, наверное. Нормально. Не крупный налим, но что теперь? Какой есть. Жареха будет по-любому. Вот. Это одна жареха. Это вторая жареха. Так что, друзья, без труда не вынешь рыбку из пруда. Ну вот и все. Закончилась наша сегодняшняя рыбалка. Встали мы сегодня в половину 4 утра. Половили с Григоричем ершей. Погода сегодня была прекрасная, тепло. -1, 0 где-то. И даже несколько ершей закинули в тюрьму. Вот наш улов. Вот это самый крупный налим. Ну и еще 4 чуть поменьше. Вот они. Видно, видно, не видно. Дома меня заждались. Сегодня суббота. Так что сейчас на всех парах дуем домой. На сковородочку. Свежую жареху. Ну и рыбацкого напитка можно будет вечерком на сон грядущий. Смонтируем по-быстрому этот ролик. И закачаем новым интернетом, который мы вчера установили. Заодно и посмотрим, насколько выросла скорость загрузки. Ну а пока всем до свидания. Увидимся на реке.